Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что было, что есть и что будет. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Посмотрите на песочек и загадайте на себя. Прям так и задайте вопрос, что было, что есть и что будет. Надеюсь, вы настроились. Я убираю назад. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, что было, что есть и что будет. Так, начнем с прошлого. В вашем прошлом я вижу вас. И ваши надежды, и ваши мечты, и ваши чаяния. Вы были человеком рано повзрослевшим. Вы как-то рано закончили свое детство. Рано пришлось отказаться от, может быть, какой-то опеки, любви, нежности. То есть здесь явно человек очень рано начал самостоятельную взрослую жизнь. Либо так случилась судьба, либо обстоятельства. Например, девочка была вынуждена ухаживать не только за собой, но, например, и за братьями и сестрами, да, пока родители были на работе. Возможно, рано пришлось работать, возможно, рано пришлось покинуть отчий дом. В любом случае, вы вот прям как в один момент повзрослели, да, вот почувствовали, что вы должны, вот как будто бы впряглись в какую-то вот повозку, да, какое-то ярмо на себя одели. И так с этим чувством, с этим ощущением вы дошли до сегодняшнего дня. Были мечты, были желания, были хотелочки, но жизнь как-то поворачивалась к вам, извините, спиной, да, и каждый раз ваши мечты как будто бы рассыпались, как карточные домики. Вы не теряли надежду, нет, вы шли вперед, вы надеялись, вы добивались, вы строили планы, вы хотели любви, вы хотели счастья, вы хотели своей собственной теплой семьи, уютного дома, улыбки на лицах, любовь, гармонию вы хотели, себя реализовать хотели, а многие до сих пор хотят, стремятся к этому. В любом случае, мечтатель, поэт в душе, романтик, как-то быстро повзрослел, как-то быстро пришло понимание того, что жизнь это все-таки не сказка, а если и сказка, то очень страшная. Здесь вы прошли много испытаний, кто-то до сих пор их проходит. Здесь были испытания и верностью, и преданностью, и дружбой, и любовью, и деньгами тоже вы проходили испытания. Знаете, вот такое впечатление складывается, что вы за этими деньгами просто бегаете, да? Вы за ними, а не от вас. Вы за ними, а не от вас. Знаете, кто-то успел уже устать в этой гонке, причем гонка какая-то бесконечная по кругу идет. Знаете, чем больше вы нуждаетесь, чем больше вы работаете, чем больше вы зарабатываете, как будто бы вот прям прогрессия идет, да, вы начинаете терять, либо и там нужно заплатить из-за того, из-за этого, и то хочется, и это нужно. То есть постоянные идут какие-то денежные, возможно, потери. Кто-то не по своей вине в таких потерях находится. Может быть, учудил вам кто-то, да, кто-то из ваших близких, человек постарался. Кто-то вообще каким-то обманным путем был вовлечен в какую-то аферу. Причем как бы именно вам предстоит отвечать, да, либо вы отвечаете по этой афере. В сегодняшнем дне у вас практически уже не осталось иллюзий, просто не осталось. Вы даже потеряли веру в чудеса, вы потеряли веру многие в будущее. И это очень плохо, мои дорогие. Вы нуждаетесь в подсказках, вы нуждаетесь, может быть, в направлении, но вы заблуждаетесь насчет этого. На самом деле все подсказки, все правильные маршруты и дорожные карты есть у вашей светлой головушки, но вы себе как-то не верите. Так часто вы разочаровывались, так часто вы сталкивались с обманом, с лицемерием, лжецами, что вы уже просто ни во что не верите. Вы знаете, у многих в сегодняшнем дне такое ощущение, как рыба об лед бьется, да? Вроде как бы вот вода рядом, но лед не пускает. И вы уже устали, вот реально устали. Кто-то вообще нуждается в таком глубоком, серьезном, стабильном отдыхе. Но
Так складываются обстоятельства, так жизнь вас нагибает, мои дорогие, что вам приходится либо очень тяжело работать, либо очень много эмоционировать, очень много переживаний. Понимаете, вот прям как вода течет, очень много переживаний. Переживайте за людей. Смотрите, сколько людей в вашем окружении, вы за всех переживаете. Ваше сердце просто рвется на части иногда. Переживайте за близких, за деток, за любимых, за тех, кто с вами сейчас не вместе, не рядом. Очень много переживаний. У кого-то надежда есть в сегодняшнем дне, что вот человек наконец-таки поменяется, образумится, возьмется за голову. И это касается не только вот отношений, там, любви, но и близких людей, там, детишек, может быть, даже где-то родителей. Знаете, вы слишком близко все берете, слишком много на себя берете. И люди это видят. И без зазрения совести некоторые этим пользуются. Вот пользуются тем, что вы безотказная, тем, что вы добрая. Вы несете вот на себе не только лишь свою какую-то карму, свои какие-то, может быть, дела, обязанности, но еще на вашей шее сидят люди. По крайней мере, я вижу троих. Троих, кто сидит. Нагло сидит, да, может быть, родные, да, может быть, кровь ваша, но тем не менее это неправильно. Вы так можете надорваться, а многие уже надорвались вот в этом бесконечном каком-то кругу, да, вот какой-то адский круг, постоянно то одно, то другое, и вы уже себя растратили. Кто-то, может быть, даже чувствует, что постарели раньше времени, да, вот такое ощущение. По здоровью постоянно какие-то могут быть проблемы. То там, то тут, и вроде как бы лечитесь. Может, кто-то принимает даже большое количество медикаментов, да, но результата-то нет никакого, да, нету. То есть вы настолько сильно в сегодняшнем дне эмоционально опустошены, энергетически вы просто уже в минуса уходите. Вам, мои дорогие, нужен отдых. Отдых, расслабление, релаксация и просто здоровый сон. Это то, чего вам не хватает. Знаете, у многих прям бессонница есть, вы не можете заснуть. Мозг настолько запущен, настолько вот он работает, вот прям чуть ли на 99,9%, понимаете? А это очень плохо, это вредно для вашего мозга. Он не может отдыхать ни днем, ни ночью. Постоянные мысли, постоянное какое-то вот прям нужно куда-то бежать, кого-то спасать, для кого-то что-то делать. И работа, и обязанности, и то, и все. Просто человек на износ живет. Знаете, милые, вообще это очень тяжело. У кого-то даже вот прям действительно здоровье очень сильно хромает. И я вам дам подсказочку. Вам, чтобы излечиться, чтобы избавиться от тех неприятных ощущений, которые у вас сейчас присутствуют, обязательно нужно выспаться. Просто вот, я не знаю, хотите благодаря там каким-нибудь медитациям, либо каким-нибудь, может быть, препаратом, да, вам только нужно выспаться. Выспитесь, начнете лучше воспринимать ситуацию, вам проще будет принимать решения, ваш мозг отдохнет, и тело немножечко отдохнет, и дальше вам будет проще. Обязательно, мои дорогие, вы сейчас, да, в тисках, понимаете, кто-то прям в таких тисках, у кого-то вообще, извините, ничего нет, да, и впереди вот такое чистое поле, иди куда хочешь, у кого-то дома нет, кто-то нуждается в доме, в крыше нуждается человек, понимаете, а кто-то вот прям... Но это мужчина, да, либо женщина с таким сильным характером, может быть, даже под каким-то судом ходит. Какие-то, может быть, есть неприятности, вот именно связанные с законом. Причем не по вашей вине, не вы виноват, а виноват кто-то. Кто-то вас подставил, кто-то вас обманул. А вы, мои дорогие, себя сейчас корите, обвиняете. Но как бы вы знали? Вы же добрый человек, вы же доверяете, вы привыкли доверять, вы никого не обманываете. Вы же не могли даже представить, что так с вами может поступить человек. Причем у кого-то близкий человек поступил на ровном месте, понимаете? Без всякого предупреждения. Подставили, подвели, оклеветали, обокрали, да? То есть какой-то такой момент жесткий. Вы знаете, это все не случайно в вашей жизни. Вас судьба, может быть, не совсем хорошими методами, да, больше я бы сказала, какими-то, может быть, даже зверскими методами закаляет. Вас готовят.
Вас готовят к вашему предназначению, к вашей роли. Вы знаете, вы все переживете, вы все вынесете. Мне это очень нравится. Только знаете как? Как вы выйдете из этой ситуации? Либо вы выйдете разбитым человеком, да, уставшим по жизни, либо вы выйдете победителем. Все сейчас решается в данный момент. Вы проходите очень сильную такую, знаете, трансформацию. Вы себя как будто бы заново, как пазл собираете. Вы понимаете? И вам очень важно в этот момент быть при энергии, с силой быть, со своей собственной силой. Вы же не слышите себя, потому что вот эта усталость не позволяет, потому что вот эта ваша гиперактивность, да, которую вы вынуждены включать в этом режиме жить, не позволяет вам остановиться и просто задуматься над каким-либо вопросом. Мои дорогие, что сейчас происходит? Сейчас мясорубка, в прямом смысле слова. Кто-то прям в мясорубку попал и прям вас крутит, мотает, вам больно, неприятно. Но вы это переживете. Вы переживете, мои милые. И я это вижу, и меня это радует. Те, кто вас обижал, те, кто вас подставлял, эти люди уйдут. Мало того, здесь я вижу женщину, которая будет очень жестко наказана, очень жестко. И не там, не на том свете, а при жизни вы об этом узнаете. Женщина, которая особенно подло с вами поступила, с вашей семьей, либо с вами, может быть разлучница, может быть какая-нибудь мошенница, да? То есть человек, который втерся в доверие и который с вами плохо поступил. А на вас вот энергетические воздействия были очень сильные, и это воздействие до сих пор продолжается. То есть кто-то ходит еще и подмагиченный, да? То есть могли быть какие-то ритуалы, процессы, а может быть и желание, чего-то такое, знаете, деструктивное желание в вашу сторону. Вы это все на себе чувствуете, многие за себя знают, многие с этим борются и правильно делают. Но очень важно за себя еще просить. Просить у Боженьки, просить у Вселенной. Просите себе счастья, просите себе облегчения пути, просите себе свободу от вот этого бремени, которое на вас висело. Попросите, вас обязательно услышат, вам обязательно помогут. Вы знаете, вы необычного рода человек. За вами стоят люди, за вами стоят духи. Они очень сильные, они в вас верят, они понимают, что все будет. Вы знаете, у кого-то вот прям, кто зашел на мой песочек, может быть, девочка, одна, две детки больные. Вот прям либо с диагнозом уже родились, либо вот приобретенное что-то идет. И вы, знаете, вы не отчаиваетесь, конечно, да, но подступает иногда к горлу ком, вот прям хочется разрыдаться, а кто-то прям и рыдает по ночам, чтобы никто не видел и не слышал. Мои милые, с детками все хорошо будет. Эти детки, они на себя приняли этот удар для того, чтобы вам помочь. Для того, чтобы род облегчить ваш, да, энергетику рода почистить. Так иногда бывает. Так бывает. Это нужно принять. С этим нужно жить. И только вы можете это принять, и только вы сможете всю эту ситуацию перевернуть в положительный аспект, насколько это возможно. Тем не менее, вы должны быть готовы к тому, что в самые сложные моменты будут появляться очень интересные люди, которые будут вам подсказывать, помогать, советовать. Прислушивайтесь к этим людям, но при этом никогда не забывайте о себе и о своей внутренней интуиции. Что касается вашего будущего, вы видите, венец творения, вот человек с мечом в руках. Это вы. Меч — это не только оружие. Меч — это еще и символ власти, символ того, что человек выйдет из всех затруднений, из всех проблем, из всех катаклизмов. Вы все разрубите, вы всех победите. Вы знаете, ваша жизнь станет легендарной, о вас будут говорить в хорошем положительном ключе. Возможно, пройдя все эти испытания, 1000 раз ранясь и обжигаясь, вы раскроете свой какой-то талант. Талант человека несгибаемого, человека из необычного такого материала, да, он вроде и обтекаемый, и мягкий, в то же время его невозможно ни сломать, ни уничтожить. Вы словно птица Феникс, вы воспрянете,
вы восстанете, вы еще и будете людей других учить, помогать, советовать. Может быть, даже какое-то дело такое, знаете, волонтерское, либо что-то, какой-то, может быть, фонд, я не знаю, благотворительностью будете заниматься, либо организуете людей, которые будут этим заниматься. Вы знаете, вот прям я вижу в сегодняшний день, вы не желаете общения, вы не желаете, может быть, даже новых каких-то знакомств, вы устали от людей, вы устали от человеческой злобы, либо от человеческого эгоизма. Но пройдет время, и вы поймете, что чем больше вы общаетесь с людьми, чем больше вы, например, людям помогаете, советуете, тем больше дается вам. То есть у вас жизнь такая, да, вы вкладываетесь, дается вам. Вы сидите, молчите, и вас ограничивают. То есть для многих это будет тяжело. Вот честно, я вижу, люди немножечко закрыты. То есть люди не привыкли делиться. Даже просто вот банально рассказать о своих проблемах вы не привыкли. Но придет такое время, когда вы будете вот как уроки делать, да, из своей жизни, вы будете как притчи рассказывать, да. И люди будут вдохновляться вами, вашей силой, вашей мужественностью. Вы знаете, вот у кого-то отыграется, что вы еще какую-то награду получите. Вот прям в прямом смысле слова вас за что-то наградят. Вот прилюдно, да, на паблике будет вручена вам какая-то грамота, награда, что-то вы такое сделаете, за что вас будут все стоя вот прям аплодировать и благодарить. Вот так вот, мои милые. Знаете, в будущем, что мне больше всего нравится, я вижу, что люди к вам идут, с двух сторон к вам люди идут. Здесь и ваша семья, и ваше окружение, и просто люди, да, вот, которые рядом с вами находятся. Все смотрят на вас, все к вам идут. Вы под защитой, вы в своем домике, вы при своем исполнении. Знаете, ваша жизнь была и есть непроста, но будущее ваше будет солнечным. В будущем вас ждет исполнение и полная ваша реализация. Все, о чем мечтаете, все, чего желаете, вы получите сполна. Знаете, награда, как в прямом, так и в переносном смысле ждет вас в будущем. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.